Добрый день, это новости 24, в студии Ася Добриева и коротко о главном. Книга «Лучший подарок». В Нижних Ачалуках состоялось открытие новой библиотеки. Все лучшее детям. Летние лагеря открыли свои двери для маленьких жителей республики. Традиции и обычаи ингушского народа. В Сунже прошла конференция для студентов, приуроченная ко Дню Республики. Новая библиотека в Нижних Ачалуках, строительство мечети в Псидахе, а также школа и детский сад. Глава Ингушетии Инусбек Евкуров совершил инспекционную поездку в Малгобекский район. Объектами пристального внимания главы стали не только социальные учреждения, но и завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов. Подробнее Хусен Гагиев. Так, что у нас? Как? Это мастерские. 3 новых учебных корпуса в подарок от Россети. Совсем скоро студентов топливно-энергетического колледжа ждет новоселье. Уже сейчас здесь готовятся к закупке нового оборудования. В одном из корпусов верхний этаж займут мастера кройки и шитья, а на первом этаже расположится токарный цех. Инусбек Евкуров сделал ряд предложений по эффективному использованию новых корпусов. Руководитель региона считает, что один из них может стать филиалом технического вуза Москвы. Вот здесь мы можем открыть филиал Губкина. Нефти и газа. Губкина. Да. Они подходят, Инусбек Мухтарович, по специальности, а у него же специальности. А нефтяная электротехника, мощности. То есть первое уже хаил возможности, потому что новые помещения, новое оборудование. Вообще мысль молодая Франция. Так. Вот из него сейчас филиал Губкина институт делает. Какого-то технического вуза страны делает здесь филиал. Инусбек Евкуров также обратил внимание на необходимость участия в строительстве студентов. Он назвал эту площадку идеальной для практических занятий, но уточнил, что обязательным должно быть одно условие – соблюдение всех норм безопасности. Приятным событием в культурной жизни сельского поселения стало и открытие рядом с Домом культуры библиотеки. Данный объект построен на внебюджетные средства. Книжный дом обслуживает жителей сразу нескольких населенных пунктов района и стал большим подарком в первую очередь для подрастающего поколения. Ведь книга – это путь к знаниям. Инусбек Евкуров посетил читальный зал и книгохранилище. Глава республики поблагодарил инвестора за строительство здания, а сотрудникам библиотеки пожелал успешной работы. Просторно, хорошо, да, удобно. А вы вообще приходите? Надо придумать такое. Вообще надо придумать, чтобы ходили учить, читать. А вот в сельском поселении Сагапши к новому учебному году откроют школу на 504 места. Здесь строители приступили к внутренней отделке. Вот этот объект тебе экзамен. В Верхних Ачалуках продолжается строительство детского сада на 220 мест. Руководитель региона сделал ряд замечаний в адрес служб, осуществляющих надзор за темпом и качеством строительных работ. На этом объекте был отмечен низкий процент освоения средств и медленный темп. Сейчас объект на стадии установки кровли, а работы по внутренней отделке строителям еще предстоят. общий совет вел. Кто контролирует строительство? Также глава республики посетил в Малгобеке место строительства завода по производству энергосберегающего осветительного оборудования. На базе сверхярких диодов на предприятии предполагается выпускать 300 тысяч светильников и 400 тысяч филаментных ламп, а также оптических модулей большой и малой мощности. Укладка у нас по графику, совещание. Сентябрь месяц, СМР закончено на сентября месяце. Монтаж оборудования у нас минимум 2-3 месяца должен продолжаться. В завершении инспекционной поездки глава региона побывал в Псидахе на месте строительства соборной мечети. В настоящее время мечеть на стадии железобетонной заливки 2-го этажа. Цокольный этаж, первый этаж.
железобетонной конструкции. Яловая сяван последний чувак. Чак яловая, хенси второй этаж. Халует ойло. Яр первый этаж его и? Первый этаж. Второй этаж и купол. Да, и купол. Юнусбек Евкуров пообщался с жителями села, ознакомился с эскизами и отметил необходимость расширения прилегающей территории. Глава также решил внести лепту в богоугодное дело и пообещал жителям Псидаха обеспечить купол для мечети. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. В этом году около 19 тысяч ингушских детей получат возможность отдохнуть в пришкольных лагерях дневного пребывания. В лагере Бригантина уже отдыхает первая смена. Туда отправилась наша съемочная группа и выяснила, как организован детский отдых. Отряд «Солнышко» разучивает свою речевку. Дети обязаны наизусть знать эти строки, ведь каждый из них – лицо своего отряда. Даяна Гагиева приезжает в этот пришкольный лагерь второй год подряд. Девочка живет и учится в Карабулаке, но летние каникулы решила провести именно в этом лагере в Гамурзиево, чтобы снова встретиться здесь со своими давними друзьями. К тому же Даяне есть с чем сравнивать, ведь она побывала в различных детских лагерях республики. Мне нравится этот лагерь. Здесь очень красиво и весело. У меня есть очень много подруг. Я люблю играть в мячик, волейбол, баскетбол, прыгать на скакалках. А вот Тамара Хамхоева, ученица этой школы. Девочка перешла в 4 класс. Каждое лето наравне со своими одноклассниками Тамара с удовольствием ходит в этот лагерь. Видимо, боится соскучиться по родной школе. Рисуем здесь и разные стихи и песни мы читаем и поем. Занимаются очень хорошо, воспитатели очень красивые и добрые. Они нас учат разными играми. Пока девочки занимаются своими делами, мужская половина играет в шашки. Да так рьяно и эмоционально, что их стол буквально окружили другие ребята, с интересом ожидающие исхода шашечной битвы. Мухарбек Сейтиев ни на минуту не уступает своему сопернику, который играет с таким же упорством. Мне нравится игра в шашки, потому что весело, это игра веселая. Соперник играет хорошо, со мной играет. В общем, каждый ребенок найдет здесь занятие по душе. В дождливую погоду ребята не выходят из кабинетов. Кто-то рисует, а кто-то собирает пазлы. А кто-то вот так, по-домашнему, сидя на коврике, смотрит разные мультфильмы. Всего в этом году в Бригантине 200 детей. Это на порядок больше, чем предыдущие годы. Для удобства они поделены на отряды, в каждом по 10 детей. Помимо обычных игр, воспитатели ежедневно стараются занять ребят чем-то интересным и полезным. Здесь заранее приобрели все необходимое для отдыха и развития детей. Детям вроде нравится, они приходят. Тут организованы разные кружковые занятия проходят, и игры на свежем воздухе, спортивные, эстафеты всякие, спортивные игры бывают. И танцевальные конкурсы бывают всякие, конкурс чтецов, конкурс на лучшую сказку, лучшая песня, там, стихов конкурс. Так разные развлечения для детей организованы, одним словом. В пришкольном лагере не только учащиеся этой школы, но и дети с других городов. Функционировать республиканские летние оздоровительные лагеря начинают с 1 июня, но у тех, кто не успел записать своего ребенка, есть еще время. Чтобы к нам записаться в лагерь, необходимо иметь справку о том, что они получили необходимые прививки, необходимо иметь копию свидетельства о рождении и заявление от родителей. За полноценным отдыхом детей, помимо воспитателей, здесь также следят медсестра, психолог и, конечно же, повара. Кстати, питанию в лагере уделяется повышенное внимание, ведь растущему организму ребенка необходима здоровая и полезная пища, насыщенная множеством витаминов. Старший повар Хатижат Заурова работает в этой столовой давно, и вся ответственность за чистоту и порядок на кухне ложится на ее плечи. Меню на летнее время уже давно разработано, его присылают из Министерства образования. На обед у нас тефтели, суп гороховый, свежий салат. Помидоры, огурцы, компот и все. Полдник у нас идут
бананы. Ближе к обеду день прояснился, и дети выбежали на улицы. Кто с мячом, кто с ракетками для бадминтона, кто со скакалками и обручем. Кстати, эта смена будет длиться 3 недели, так что впереди у детей достаточно времени познакомиться поближе и хорошенько отдохнуть от учебы. Необходимо отметить, что всего в нашей республике этим летом будет функционировать 62 пришкольных лагеря, помимо 3 стационарных – Эльзи, Комарова и Нефтяник. Есть договоренность и с лагерями Дагестана и Кабардино-Балкарии. В общем, возможность отдохнуть в это лето получило около 19 тысяч детей из нашей республики. Марина Катива, Хаваш Гойгов, Новости 24. В последнее время многие автолюбители Ингушетии из-за роста цен на бензин стали переходить на более дешевый вид топлива. Для этого водители оборудуют автомобили дополнительными газовыми баллонами. Но не все знают, что для внесения таких изменений нужно иметь специальное разрешение, иначе оборудование будет считаться незаконным. Как получить необходимое заключение, выяснял наш корреспондент. Итак, мы решили установить газобаллонное оборудование на свой автомобиль. Теперь стоит разобраться, нужно ли регистрировать наше ГБО в ГИБДД. Оказывается, нужно, ведь установка газобаллонного оборудования – самое что ни на есть изменение конструкции транспортного средства, а закон обязывает нас регистрировать любые подобные изменения. Так что теперь владелец автомобиля должен подать заявку в аккредитованную лабораторию. Стоит обратить внимание, что органы ГИБДД не занимаются технической экспертизой, а выдает только разрешение на установку газового оборудования. Поэтому пройти экспертизу придется специализированной организации, которая и выдаст заключение. На основании этого заключения органы госавтоинспекции обязаны выдать разрешение на установку газового оборудования. После этого владелец автомобиля вправе обратиться к компанию, которая и занимается соответствующей установкой оборудования. Одна загвоздка организации, которая могла бы выдать такие заключения, в нашей республике нет. Вот и приходится ездить за этим в другие регионы, что, согласитесь, неудобно. Но идем дальше. После установки ГБО вам обязаны выдать копии сертификатов на установленное газовое оборудование и декларацию с печатью организации, которая проводила эти работы. Эти документы понадобятся нам при обращении в ГИБДД. Организация или индивидуальный предприниматель, который вносит изменения, который устанавливает оборудование. Вот он должен, вот этот человек должен выдать ему, или организация, или индивидуальный предприниматель должен выдать ему все эти документы. С этими документами автовладельцу необходимо обратиться в госавтоинспекцию, чтобы получить свидетельство об изменении конструкции транспортного средства. Затем в регистрационно-экзаменационном отделе той же ГАИ вносит изменения в документы об установке ГБО. Госпошлина на эти действия обойдется вам в 500 рублей. Напомню, что установка газового оборудования без документов считается нарушением ПДД и карается административным штрафом. Он нарушает пункты 7.18 ПДД. Без разрешения ГИБДД внес изменение конструкции транспортного средства. Также влечет наложением административного штрафа по статье 12.1, часть 1 от 500 до 800 рублей. Не менее важным считается и своевременное обслуживание газового оборудования. По стандартам есть сроки, по истечению которых автовладелец просто обязан пройти технический осмотр ГБО. Если машина новая, то за первые 3 года технический осмотр надо пройти 1 раз. После 5 лет эксплуатации автомобиля техосмотр ГБО надо проходить каждый год. При использовании газового оборудования самым опасным считается утечка пропана через шланги. А в большинстве случаев проблемы могут возникнуть из-за неправильной установки ГБО или ненадлежащего ремонта. Тогда ваш автомобиль точно не попадет под объектив случайных любительских съемок с многочисленными комментами пользователей сети. Магомед Асканов, Адам Далаков, Новости 24. Традиции и обычаи ингушского народа. Так называлась прошедшая в пожарно-спасательном колледже ежегодная конференция, объединившая активистов учреждения среднего специального образования республики. Участники мероприятия подготовили доклады и даже постановки о жизни ингушей. В своих выступлениях студенты постарались показать зрителям всю красоту культуры нашего народа. Побывала на конференции Зарема Ивлоева. Вот так каждый год студенты собираются, чтобы напомнить друг другу, потомками каких предков они являются. Готовят доклады на тему ингушского этикета и разворачивают целые постановки о том, как должны вести себя ингуши на торжествах или в будни. В культурной сокровищнице ингушей на особом месте остается национальный танец, каждое движение которого несет в себе определенный смысл, раскрывающий традиции и обычаи народа.
О том, что в танце мужчина должен бояться обидеть девушку даже взглядом, а горянка должна быть воплощением скромности, напоминают старшие. По их мнению, ингушский танец в новом исполнении нарушает все требования адатов. А именно такие встречи помогают молодежи не склоняться к европейской культуре. Мы пытаемся донести, что это сохраненный опыт наших предков, которые привезли, несмотря на тяжелую ссылку, наш народ сумел сохранить свою культуру, свою этничность, свой язык. И мы продолжаем это воспитывать в нашей молодежи. От воспитания детей до почтения старших в ингушском этикете отношения выстроены четко. На конференции постарались наглядно показать, как, к примеру, правильно укладывать малыша в люльку. Ингушское название люльки – ага. Благодаря специальным приспособлениям ребенок всегда оставался сухим и аккуратным. Люлька могла быть как новой, приобретенной или изготовленной дома, так и подаренной многодетной матерью, чьи дети славили здоровьем. В люльки клали 2 матрасика. Полезным для здоровья считался матрас из соломы. Второй матрасик делали из шерсти. В состав люльки входили агонцы, прутик, за который привязывают фивальники, агонроч, ручка люльки. Еще одна неотъемлемая черта горцев – гостеприимство. Поэтому здесь же представили и традиционные ингушские блюда. Рассказывали как о рецептуре приготовления, так и о правильном приеме пищи. Ингушская кухня, она характерна своей калорийностью и простотой изготовления. То есть любая хозяйка, имея дома элементарные ингредиенты, мука, кефир, либо молоко, может приготовить все, что стоит практически на этом столе. Блюдо, без которого невозможен ингушский стол, это чапель с творогом и с картофелью. Также хынгылыш – это лепешки с тыквой, что любит каждый житель, я думаю, не только Ингушетии, и гости, которые нас посещают. Говорили сегодня о вещах во многом знакомых каждому с раннего детства. О том, что нужно почитать старших, защищать младших и помнить, что эздил не рубаха, в которую наряжаются лишь от случая к случаю. Я был не только зрителем, но сам готовил доклад. И пока я готовился, я узнал для себя много новых обычаев. Не стали обращать внимание на мелочи. Когда не обращаешь внимания на мелочи, начинаешь забывать о главном. А главное – это мудрость наших предков и богатый ингушский язык, сохранить который – обязанность сегодняшнего поколения. Непоколебимый дух мужества и стойкости, верность данному слову и настоящая дружба – это лишь малая часть богатейшего культурного наследия ингушского народа. Зарема Ивлоева, Хади Добриева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Это были все новости к этому часу, а в 16:00 смотрите следующий выпуск новостей. Всего доброго.